Судья, вынесший оправдательный приговор, помещен под стражу на 2 месяца. На российско-казахстанской границе задержан гражданин Таджикистана, разыскиваемый в своей стране. Amnesty International призвала Узбекистан раскрыть подробности событий, произошедших в Нукусе. Видеооператор комиссии 44 приговорен к 11 годам лишения свободы. 43-летний Рустам Саид Ахмадзода, судья суда Бабаджангафуровского района Сагдийской области, помещен под стражу сроком на 2 месяца. Об этом сообщили его родственники. Он был задержан 29 июня в Душанбе. Суд по определению меры пресечения состоялся 1 июля в изоляторе временного содержания УВД города Душанбе. Один из родственников Саида Ахмадзода сообщил 4 июля, что его подозревают в превышении служебных полномочий и заведомо ложном доносе о преступлении, но виновным он себя не считает. Официальные структуры не комментируют это дело, поэтому неизвестно, в чем конкретно обвиняется Саид Ахмадзода. Имя Рустама Саида Ахмадзода до сих пор указано на официальном сайте Бабаджангафуровского районного суда в списке работников суда. Указ президента о его увольнении еще не издавался. О Рустаме Саид Ахмадзода местные СМИ написали после того, как он вынес оправдательный приговор по нашумевшему делу и освободил обвиняемого из зала суда. Суды в Таджикистане очень редко выносят оправдательные приговоры и в большинстве случаев поддерживают сторону обвинения в уголовных делах. В Первомайском районе Оренбургской области России на международном автомобильном пункте пропуска Маштакова на российско-казахстанской границе был задержан 26-летний гражданин Таджикистана, которого правоохранительные органы Таджикистана уже почти 3 года как разыскивали по подозрению в мошенничестве. Он сумел избежать преследования следственных органов и долгое время скрываться на территории России, но был задержан при попытке пересечь границу с Казахстаном. Согласно информации пресс-службы МВД по Оренбургской области, задержанный с ноября 2019 года находился в федеральном розыске. В розыск он был объявлен со стороны МВД по городу Худжанд на севере Таджикистана. Подробности его дела и в каких конкретных случаях мошенничества обвиняется молодой человек не приведены. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Стражи правопорядка из Первомайского района уже сообщили о задержании разыскиваемого своим коллегам из Таджикистана. Решается вопрос о его экстрадиции на родину. Узбекские власти должны немедленно раскрыть, что именно произошло в Нукусе, провести беспристрастное, независимое и тщательное расследование применения силы против протестующих и обеспечить справедливый суд над виновными. Об этом заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. Кадры, которые мы видели в минувшие выходные в социальных сетях, на которых запечатлены тяжело раненые протестующие и что-то похожее на кровь на улицах, вызвали настоящий шок. Власти должны срочно обнародовать, что именно произошло в Нукусе, провести беспристрастное, независимое и тщательное расследование, применение силы против протестующих и обеспечить справедливое судебное разбирательство в отношении виновных, отмечается в заявлении. Мы обеспокоены тем, что власти Узбекистана прибегают к своей обычной тактике затыкания независимых голосов и блокирования информации, в том числе через объявление чрезвычайного положения. Отключение интернета и мобильной связи в Нукусе мешает миру узнать, что произошло в выходные, добавила она. Мы получили сообщение о том, что критически настроенные по отношению к властям правозащитники задержаны и им угрожают пытки и другие виды жестокого обращения. Однако информационная блокада делает независимую проверку этих сообщений практически невозможной. Муяссар Сааданшоев, известный под псевдонимом Муяссар Кохистони, молодой поэт из Горно-Бадахшанской автономной области и видеооператор комиссии 44 или группы 44, был приговорен к 11 годам лишения свободы за сотрудничество с этой общественной организацией, собравшей активистов гражданского общества ГБАО. Об этом стало известно сегодня. Близкие 28-летнего Сааданшоева сообщили, что его приговор был объявлен в Хароге 24 июня, и суд признал его виновным в измене государству. Уже через день после вынесения приговора Сааданшоева этапировали из Харога в Душанбе.
Официальные органы до сих пор не комментируют уголовное дело и приговор молодого поэта и независимого видеооператора. Но один из его близких в беседе с радио «Зоди» сообщил, что на судебном процессе сказали, что он якобы снимал на видео заседание комиссии 44 и распространял в интернете. Уже 25 июня его этапировали в Душанбе. Комиссия 44 была создана в ноябре прошлого года для ведения переговоров жителей Гбао с властями и контроля за ходом выполнения их требований со стороны властей.